Намерение ученых-каббалистов заключается в том, чтобы создать систему постижения, которая была бы пригодна для нашего времени, когда человечество придет к осознанию необходимости в раскрытии для себя системы высшего управления. То есть и так мы познаем науку Каббала, придем к ней, но через огромные страдания. Как сделать так, чтобы человечество заранее, немножко опережая эти страдания, само поняло, осознало, захотело и освоило все эти знания и достигло поскорее своего хорошего состояния. Хорошее состояние можно достичь только если мы сами берем на себя управление своей судьбой. И каббалисты нам в этом пытаются помочь. Поэтому в течение веков до нашего времени ученые-каббалисты в тайне развивали эту науку. Однако скрытие это должно было продолжаться только определенное время, как сказано в книге Зоар, откроется мудрость Каббалы в конце дней. То есть каждому раскроются все высшие понятия и ступени, сущность творений и их поведение в этом мире, представляющим собой оттиск высшего управляющего мира. То есть подойдет время, и все люди начнут стремиться к тому, чтобы узнать, как устроен этот мир в соответствии с высшим миром, и что с высшего мира не сходит в наш мир, и как наш мир управляется высшим миром. Это станет для них необходимостью. Без этого они не смогут существовать. Они должны понять, откуда приходят на них все удары, как их предотвратить, как сделать свою жизнь управляемой, безопасной, комфортной. Это вынудит человечество понять высший мир, который находится над нами, понять, что не сходит к нам от него, каким образом и как мы можем вмешаться в эту систему управления. Раскрытие высшего управления не одноразовое действие, то есть не сразу же происходит вот так раз, и мы все видим, а поступенчатое постижение на протяжении достаточного для этого времени. То есть постепенно человек подготавливается к постижению высшего, как мы осваиваем наши науки. Я не сразу же становлюсь ученым, исследователем, раскрываю нечто новое. Я должен изучить все, что было до меня, детский сад, школа, институты всякие, много-много-много лет готовиться, и только потом человеку дают стать исследователем. Он начинает изучать на себе высшие процессы, которые им управляют. Высшая ступень или творец называют, так называемая, неважно как назвать, показывает, как она управляет человеком. И с этим она дает человеку возможность самому взять на себя управление. Как мать учит ребенка чему-то, показывает ему, чтобы он повторил за ней. Так и нам высшая ступень показывает, как она нами управляет, чтобы мы взяли это управление на себя и сами собой начали управлять. А через себя и всем остальным миром. Но правильно, так как этим управляет высшая ступень. В этом и заключается вся наука Каббала, освоение этой науки, освоение высшего мира. То есть каждому раскроются все высшие понятия и ступени, сущность творений и их поведение в этом мире, представляющим собой оттиск высшего управляющего мира. Раскрытие высшего управления – не одноразовое действие, а поступенчатое постижение на протяжении достаточного для этого времени. Последовательное постижение высшего управления – все более глубокое управление раскрывается человеку. Ему даются в соответствии этим все более сильно, мощно внутренне войти в эту систему управления, вмешаться в нее. Последовательные постижения высшего управления называются ступенями, потому как они расположены в постижении одна над другой, как ступени лестницы. То есть постепенно я все больше и больше, все глубже и глубже воспринимаю, как устроен мир выше меня, овладеваю им, заменяю эту систему управления его своим желанием, сам вмешиваюсь. Как только я вмешиваюсь вместо этого мира, все становится для меня благо, и ощущаю я себя в комфортном, безопасном, вечном
в совершенном состоянии.